Жители Коми жалуются на неудобства, связанные с переездом автовокзала. Об этом на круглом столе в Общественной палате сообщила Надежда Быковская. По ее словам, жалобы поступают с февраля этого года. Общественники предложили не создавать проблемы людям, а вернуть все как было. Таисия Шляхтина разбиралась в проблеме. Перенос автовокзала из местечка Кируль на окраину Сыктывкара власти обсуждали несколько лет. В числе главных причин – необходимость разгрузить транспортные пути города и увести многолюдный вокзал подальше от взлетной полосы аэропорта. Но лишь в начале этого года для центрального городского рынка и автопавильона возвели специальное здание. Впрочем, новое местоположение устроило далеко не всех. По словам уполномоченного по правам человека в Коми Надежды Быковской, жалобы начали поступать ей с февраля. Люди сетовали, что добираться до окраины Сыктывкара далеко и неудобно, а рядом нет никакой инфраструктуры. Жалобы были однотипные. Это, как я уже сказала, отдаленность от центра, труднодоступность и неинформированность. Вот неинформированность – это прежде всего о рейсах, о том, какие городские автобусы туда ездят. И, к сожалению, февраль, март, апрель заканчивается. Информация о том, что изменилась как-то ситуация по этому поводу, до меня не доходила. Удовлетворения от переноса нового автовокзала я не слышу. Общественные представители Сыктывкара и муниципалитетов провели опрос среди жителей, которые регулярно пользуются автобусами. В Усть-Куломском районе, как выяснилось, недовольны переносом автовокзала 100% респондентов. Большинство часто ездит в кардио или диагностические центры. Теперь добираться до них стало сложнее. Жители Прилузья и вовсе предпочитают частников. Говорят, дойти до автопавильона пешком невозможно. Нет ни зебры, ни тротуара, ни уличного освещения. Не так давно появилась еще одна проблема. На въезде установили шлагбаум. И теперь пассажиров с тяжелым багажом таксисты высаживают за несколько десятков метров от вокзала. У нас совершенно недавно была проверка в феврале месяце этого года у Управления Федеральной службы безопасности. И в предписании было указано, что мы должны установить знак, запрещающий въезд на привокзальную площадь, установить шлагбаум, около въезда мы должны установить знак, запрещающий остановку даже там. Это требование федерального закона о транспортной безопасности. Однако общественники уверены, решить эту проблему можно и с минимальными финансовыми вложениями. Сколько метров? Порядка 12. 12 метров. Почему бы не делать, разделить одну полосу для высадки пассажиров, такси и так далее подобное. И по кругу, чтобы они не стояли. Проехали по кругу, как делается в цивилизованных странах, городах. Это ведь там расходов даже кроме краски, я так думаю, и пару знаков, ничего не требуется. Кстати, в отличие от нового, старый автопавильон всем установленным требованиям соответствовал гораздо больше, говорят перевозчики. Так что они совсем не против вернуться на старое место. Общественники парируют, переезд уже состоялся, и теперь необходимо понять, как решить возникшие проблемы. В ближайшее время палата обратится к первому заместителю градоначальника Магомеду Османову с просьбой провести еще одно рабочее совещание. И, наконец, решить проблемы нового автовокзала. Таисия Шляхтина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.